Учитель не просто профессия, это скорее образ жизни. Педагог оставляет за собой невидимый, но важный след. Сегодня в сибайских общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования дают знания и воспитывают подрастающее поколение более 500 учителей. Первым в знаменательный день виновников торжества поздравил глава администрации Халид Сулейманов. Разрешите вас всех поздравить с сегодняшним нашим праздником, профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать вам здоровья, личного счастья, творчества и успеха, везения вам всем. Учитель, он особый человек. Чтобы кого-то учить, самому надо быть воспитанным, знать много. Тогда только можно учить. Поэтому самые эрудированные, самые воспитанные люди – это учителя. Традиционно в свой профессиональный праздник учителя получают не только цветы и подарки, но и заслуженные награды. За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» были награждены директор школы номер 8 Маймуна Ишкильдина, заведующая детским садом «Белочка» Людмила Мурзикова, учитель-логопед детского сада Акбузат Рашида Аминева. Руководитель образцового ансамбля «Гульдар» Луиза Яхина удостоилась почетного звания «Заслуженный работник культуры республики». Сибайские педагоги получили почетные грамоты и благодарственные письма на уровне Министерства образования и науки России, награждены нагрудными знаками «Отличник образования Республики Башкортостан». Среди награжденных – педагог дополнительного образования детского эколого-биологического центра Светлана Солдатова. В образовании я работаю уже в течение 25 лет, в этом году в августе исполнилось. Начинала воспитателем детского сада «Золотой ключик» и всю жизнь проработала педагогом. Об этом ни разу не пожалела, потому что моя мама тоже педагог, тоже воспитатель детского сада. Поэтому мне это было все с детства знакомо. И самое главное в нашей специальности – это то, что признание детей, признание родителей, когда они к тебе ведут своих детей, доверяют их, и ты вкладываешь в детей и видишь свой результат. Достижения своих детей. Вот именно почему своих называю, потому что дети, которые ходят к нам в кружок, которые занимаются у нас, они действительно свои. Не остались и без внимания и ветераны педагогического труда, воспитавшие не одно поколение достойных граждан своей страны. Отрадно, что среди преподавателей есть и молодые специалисты, пришедшие в профессию буквально месяц назад. Таких в новом учебном году 14 человек. В этом году я закончила Сибайский институт БГУ по профилю начальное образование. И в этом же году устроилась на работу и взяла 1 класс. В первые дни, конечно же, страшно, потому что дети очень маленькие, их очень много. От меня, конечно, требовалось большой ответственности, терпения. Но сегодня уже я к детям очень привыкла, я очень их люблю. И работа, мне кажется, уже не такой сложной. Поэтому мне нравится своя работа. У сибайских учащихся есть свои успехи и в спорте. Об этом свидетельствуют многочисленные награды и призовые места в соревнованиях разного уровня. Коллектив школы номер 12 отмечен медалью Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию. А еще, как было отмечено во время торжества, сибайские учителя воспитали 4 министров образования республики, что в очередной раз подтверждает, в городе работают педагоги по призванию, способные дать качественное образование. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.